Сегодня у нас в студии, небольшой студии Округ ТВ, Иван Степанов, общественник, и Павел Синофонтов. Вопрос основной. За и против поправок при голосовании Конституции 1 июля. Давайте выслушаем сразу с двух сторон. Наверное, начнем. Почему за и против, да. Олег, так как меня на дебаты пригласил Иван, я думаю, слово предоставить в первую очередь тому заявителю. Меня задели слова, которые были опубликованы в посте в социальном Фейсбуке, о том, что все, кто активно выступает против поправок, если вы не с ними, то вы враг и предатель. Они легко пишут, повесим на столбах, проклинают, сквернословят, для них есть только своя точка зрения, и иное они не принимают. Гордыня и амбиции, как пелена, закрыли их глаза, они готовы растерзать своего соплеменника, брата, друга, видя в нем только врага. Эти же амбиции не дают им возможности, даже малейшего шанса думать о народе, живя в иллюзиях Ютуба, соцсетей, насыщенных презрением к России и его народам. Они, придя к власти, готовы стать настоящими тиранами, голодными и жестокими деспотами. Павел, сказать, что вы эмоционально так вот написали, это значит мягко вообще выразиться. Во-первых, я сюда пришел с целью сказать о том, что вы для меня не враг и не предатель. Очень, очень хорошо. Но при этом я активно против. Почему против, да? Да. Вот мы собрались для того, чтобы сказать, почему Иван против и почему Ксенофонтов Павел за. Хорошо. Во-первых, Конституция это общественный договор между государством и народом, между общественностью. То есть общественность говорит, что да, мы готовы жить и работать во исполнение основного главного закона, нашего главного закона, и мы за него готовы проголосовать и доверяем по этому основному закону нашей власти нами управлять, нам помогать, нас защищать. Это понятно. В этих поправках почему вы против? С этой точки зрения, я считаю, что эти поправки это инициатива власти. Она предлагает, говорит, давайте поменяем вот это. Сторону народа у нас представляют не только люди, которые придут на плебисцит, да, на голосование, которые на избирательных участках проголосуют да или нет, но еще и это депутаты всех уровней, которые высказали свое отношение к этому проекту. Это и депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации. Региональное законодательное собрание. Региональное законодательное собрание, это то, с чего начиналось. Но здесь я хочу сказать, что мне не нравится. Вообще в этом проекте, да. Мне это вообще не нравится, что поспешность. Насколько я правильно понял, вы были свидетелями в зале нашего законодательного собрания. Султан Амиран сказала, что она ознакомилась с текстом, им раздали непосредственно перед самым обсуждением. Не было такого. Если я получил за 2 недели и мог изучить до нашего выступления. То есть там как было? Вначале же было общедоступно, то есть можно было спокойно ознакомиться по общедоступным каналам. А потом уже спокойно можно было его получить от рассылки уже, которая уже распространилась. И, в принципе, за 3, за 4, за 5 дней это достаточно времени для того, чтобы понять. И поэтому такие претензии, что не своевременно дали информацию и мы не успели ознакомиться, я думаю, это не совсем корректно. Хорошо. Я думаю, надо округляться. Вопрос коротко. Почему Иван против? Тезисно. Я еще раз говорю, та поспешность, с которой проходят все эти ступени законодательных и представительных органов власти, да? Во-вторых, я считаю, что этот договор между властью и обществом, вы уже говорили, да. Но здесь граждане должны это как следует понять. Я не уверен, что большинство людей не только вдумчиво изучили этот документ, но вообще прочитали. У меня вообще была идея такая, допустим, да, в идеальная картинка. Эту конституцию, этот вариант конституции люди обсуждают
год, может быть 2, может 3, даже с таким прицелом, чтобы вновь избираемый президент России клянется на новой версии Конституции. То есть так, Ну, вот, сейчас так и очень будет. вдумчиво, очень... То есть, получается, То есть- основные Там поспешность. моменты Конституции вас устраивают? Нет. Нет? Ага, Ну, да. вы же сказали, причина только поспешность, и все. Нет, это первое, что мне... Это первое. Да, бросается в глаза, например, да? Вообще считаю, что та форма, в которой проходит голосование, предлагается пройти голосование, да, то Это есть всенародное голосование. всенародное голосование, но почему-то не по федеральному закону о референдуме. Но вы же прекрасно знаете, что главы 1, 2, 9, да, там референдум предусматривает. Обязательно референдум. И через конституционное собрание там, и так далее. Но изменения же идут в 3 до 8 главы. Поэтому там не требуется никаких голосований. Но тем не менее, президент пошел, скажем так, на прецедентный шаг, скажем, да, для того, чтобы, во-первых, поделиться с населением, во-вторых, чтобы, как вы говорите, люди, чтобы вдумчиво начали читать, вдумчиво именно, чтобы понимание каждого пункта, каждой главы, каждой статьи. И благодаря этому сейчас очень большое количество населения, которое даже не открывало Конституцию 93 года, они сейчас открыли Конституцию и начали изучать. Я считаю, это в истории, это потом уже, через какие-то десятилетия, это войдет уже как в уроках истории, как действительно, когда власть делится не только Конституцией, но и информацией. То есть она говорит, ребята, в принципе, мы можем принять, значит, Государственной Думой, плюс, значит, 2/3 законодательное региональное собрание, но в то же время для того, чтобы действительно каждый человек понимал, зачем мы это делаем, для чего мы это делаем, они направили на всенародное голосование, то есть поделились с каждым. То есть они сказали, Иван, вы тоже часть этого процесса, вы тоже часть России, и судьба России, она наша общая, поэтому они это сделали. Это, Ну, на мой я взгляд. понимаю, что это была личная добрая воля самого президента, Естественно, да. самого президента, чтобы... Естественно, да. Но при этом народ, я все-таки представляю такой, ну, скажем так, простой народ, да? Ну, я который тоже не простой облеченный человек. властью, да? Вот. Нет, Ну, я ну, представляю... Хорошо, вы простой народный представитель депутат. народа. Да, вы простой народный депутат. Да, вот так вот правильно. Вот, простой народный депутат, а я простой общественник. Вот. Так вот, у меня, вот у тех людей, от имени которых мне иногда Так. хочется высказать, да, я считаю, что это попытка народ позвать для того, чтобы сделать его сопричастным с этим процессом. А что, это плохо, что ли? Вы хотите кулуарно все решать? Я не понял. Как Речь идет уже даже о некой ликвидации муниципальной власти. Как бы Ну, ее нет, ну, размывание, ее, ну, такого нет. ее приклеивание к вообще как бы госвласти, да? Возможность появления в республиках так называемых федеральных территорий. Вот. Это те пункты, по которым у меня опасения. есть определенные, да, вопросы и неприятие, активное неприятие. Вот. А что касается других таких, мне кажется, полезных, интересных, но во всяком случае не вредных поправок, то я считаю, что здесь просто вот смешали то, что плохо воспринимается или не воспринимается, с тем, что в принципе хорошие вещи. Вот пост, который вы говорите, я достаточно написал, скажем так, эмоционально, да? Резко, да? Резко, но там одно слово выпало. Агрессивно-активные. То есть я не говорил, что там все, кто активно обсуждает Конституцию только против, они деспоты, тираны, ну, будущие имеется, да, потенциальные, скажем, да. А вот именно агрессивно настроенные люди, которые считают, что если, допустим, я, как гражданин, как народный депутат поддерживаю поправки в Конституцию, то я являюсь уже предателем своего народа, да. Меня надо вешать на столбах там и так далее. Вот именно к этим людям обращался мой позыв, мой пост. Но никак не к тебе, Иван. Я считаю тебя патриотом и считаю, что во многих аспектах нашей жизни, в активной жизни, да, в общественной деятельности и так далее, вы очень себя хорошо проявляли, и многие наши слушатели считают вас действительно патриотом. Поэтому, да, у меня нету никаких вот ссылок, вот то, что вы там долго читали мой пост, она к тебе никак не относится. Это во-первых. Да. Во-вторых, почему я за?
Друзья, вы знаете, что наша Россия имеет очень долгий путь развития, скажем, да, исторический. Сейчас надо признать одно. У нас сейчас есть возможность нашего общества действительно нормально, демократично, политически выверенно сделать трансфер власти. Это на самом деле так и есть. И когда мы говорим о Конституции, каким она должна быть, мы должны говорить о том, что каким она должна быть после 2024 года. Неважно, там Путин будет президентом, Иванов будет президентом, или там Петров, Сидоров там, и так далее. Неважно. Важно то, что каким человек должен быть, когда мы в 2024 году будем избирать нашего президента Российской Федерации для будущего. То есть она нацелена в большей степени на будущее. Но почему-то люди зациклились на том, что вот Путин такой, Путин сякой и так далее, и так далее. На самом деле, в этих поправках, процентов я уже до этого говорил, 80-90 она нацелена, вот Иван тоже подтверждает, она нацелена действительно на граждан, она нацелена на социальный блок. Да. Достаточно очень хорошо, подробно там все расписано. И в принципе никто не может сказать там, почему там дети наиважнейшими являются, да, как бы приоритетом России. Никто не спорит, да, никто не спорит с этим, да. То, что мы человека труда начинаем защищать именно конституционно по статьям и так далее. Поэтому все это нормально. Вопросы возникают только в той части, когда мы касаемся действующего президента. Вот меня в соцсетях тоже вот начали спрашивать, 81 статья, почему в 93 году Конституция писалась на самом деле под очень большим влиянием других государств, наших соседей, которые считали, что Россия не должна уже воспрять духом после развала Советского Союза. Но благодаря тому, что опять-таки нашему населению, которое терпеливо вынес все проблемы 90-х годов, мы сумели найти консолидированно в 2000-х годах избрать нового человека, который был предложен Борисом Николаевичем Ельциным. Кстати, Ельцин, говоря, когда он именно остановился на выборе Путина, он думал опять-таки о будущем. Каким она должна быть для того, чтобы внешне защитить нашу Россию. И, соответственно, выбор пал на Владимира Владимировича Путина. Вот. Затем, для того, Путин, на самом деле, я согласен, он достаточно уже управлял Россией для того, чтобы мы как-то уже поняли, что мы должны дальше развиваться. Поэтому, понимая это, Путин именно не в 2023-2024 году, понимая это, он уже сейчас собственноручно создает катализатор изменений. То есть вот Конституция, вот то, что сейчас вот происходит, это катализатор огромнейших изменений для России. И поэтому мы сейчас все являемся свидетелями новой России, которая сейчас уже будет развиваться с 2024 года по другим лекалам, по другим направлениям. И, соответственно, Путин, как президент, он понимает, что если в 2024 году мы придем с той же Конституцией 93 года, и народ, выбор пойдет на другого человека, то у него, соответственно, будет огромнейшая власть. И благодаря этим поправкам, если вы заметили, да, не только там социальный блок, да, там идет изменение в сторону парламентаризма. Никогда такого уже не было, да, чтобы Государственная Дума усилилась, короче. Все хотели этого, все в 90-х годах все говорили, нам не нужна президентская Россия, нам нужна парламентская Россия. Вот Путин открывает этот путь. Совет Федерации тоже очень сильное влияние будет иметь. То есть, получается, мы сейчас уже на пороге такого эволюционного развития нашего общества. Вот что самое главное. И если смотреть вот эти вот перегибы, которые происходили в империях, да, когда вот Российской империи, ну не секрет, что царей убивали. Вы же это прекрасно знаете. Не секрет, что генсеков тоже их убирали дворцовыми переворотами. Это тоже не секрет, она во всех учебниках написана. А сейчас у нашего поколения, у нашего населения есть возможность организовать трансфер власти для развития нашего общества. Я вот за это. И поэтому я поддерживаю эту поправку. Я считаю, что большинство поправок они соответствуют. И вот если коснуться федеральных территорий, которые вы озвучили, да, то я бы сказал так, я вот до этого тоже говорил, и в Фейсбуке сразу, когда вот эти вот обсуждения прошли, я сразу сказал, что, коллеги, друзья,
федеральные территории есть по всей Российской Федерации. Федеральные дороги, федеральные леса, федеральные реки, федеральные озера. То есть, в принципе, это уже де-факто они есть. Мы сейчас конституционно де-юре, во-первых, это признаем. Во-вторых, рано вот сыпать на себя пепел и говорить, все пропало, федеральные территории появились, значит республика все исчезнет там и так далее. Рано. Она будет регламентироваться другим федеральным законом, в котором действительно законодательные органы и региона, и значит, наши представители в Государственной Думе и Совете Федерации должны будут отрабатывать так, чтобы действительно защитить наши как бы, исконные территории, чтобы у нас не подпадали под федеральные территории. По столице Якутии, значит, по-моему, Обедин, да, написал о том, что вот, если поправки войдут, то, скорее всего, мы уже не будем избирать мэра там, и так далее, и так далее. На самом деле, значит, там тоже написано, что отдельным федеральным законом будет это регулироваться. То есть пока рано. То есть помните, мы когда у нас появился этот дальневосточный гектар, да? Все говорили, все пропало, все плохо и так далее. Я вот буквально неделю назад, друзья, получил информацию, сколько же у нас земельных участков выдано, этих гектаров, и кто заявился. 7420 заявлений, 99% местное население Республики Саха-Якутия. 99%. 1% Москва, Московская область, там, Ленинградская там, и так далее, и так далее. Но, опять-таки, если эти фамилии посмотреть, я вот с коллегами разговаривал, да, то и они тоже связаны с республикой. То есть, или родились в республике, или каким-то образом они связаны. То есть, получается, мы изначально считали, что да, будет плохо, но, значит, и парламент отработал, и в то время Илдархан наш, да, Борисов Егор Афанасьевич отработал. И, в принципе, никаких проблем нету. Но какой мы плюс получили? То есть, я не говорю о разделении нашего общества, да, во время обсуждения этого закона. Да, там крики, споры были, там, и тоже обвиняли предателей, там, делили наши Саха там, и местных населения, все там, предатель и не предатель там, и так далее. Но что получилось? С 2016 года мы потратили огромные средства и огромные ресурсы для того, чтобы сделать кадастровый учет всех земельных участков. Такого никогда не было. То есть все думали как? Вот там бабушка моя жила, или там мы с их там справляли, значит это все мое. Но документов-то не было никаких. А сейчас, благодаря вот этому закону дальневосточному гектару, генпланы наших населенных пунктов, да, сайлыки там оформлены, люди свои земельные участки оформили, колоссальная работа. И это только за 4 года. То есть мы столетиями не оформляли земельные участки, а за за то время, которое сейчас действует дальневосточный гектар, мы сумели защитить свои территории. Более того, я как газовик могу сказать одно. У нас очень много спорных моментов было, что в публичных картах не было даже обозначено охранные зоны магистральных газопроводов из-за того, что у нас проблемы были по хатасским территориям там, и так далее, и так далее. Хотя наши документы у них лежали. То есть, соответственно, и там контролирующие, регистрирующие органы где-то были упущения, а сейчас эти упущения убираются. Поэтому я считаю, что дальневосточный гектар, который был принят в свое время, он разделил наше общество, но в то же время, по истечении времени, мы все поняли, что она действительно была своевременной, полезной, и в будущем она защитит наше население. Потому что у всех документы есть, что это их земля. И она реально юридически будет защищать наше население. Друзья, я считаю, что мы должны все взвешивать за и против. Мы должны думать не только о своих амбициях, эмоциях. Да. Где-то, да, я согласен, где-то там какие-то опасения есть. Кстати говоря, по судебному, да, вот вы говорили, что не нравится, что судебная власть, она становится зависимой, да, от исполнительной власти, зависимой от совета, государственного, президента и так далее. Я тоже это изучал, я с юристами тоже разговаривал. И вы знаете, я к чему пришел? Вот мы иногда в Илтумене, в парламенте, назначаем мировых судей. Мировых судей назначаем. И к нам приходят кандидаты, и коллегия судейская, да, они нам дают одного кандидата. И говорят, вот мы выбрали, все, короче. Я тогда год назад тоже поднял вопрос и говорю, какой это выбор, короче, когда
законодателям дают, а заявителей 5 человек. Они выбирают только одного и говорят, вот, выбирайте вы теперь. Ну, законодатель, у нас по закону мы должны как бы утвердить. А я говорю, это какой выбор, когда тебе вот сказали, вот один только человек, и все, выбирай. Поэтому я считаю, что когда Совет Федерации подключается к Конституционному суду, это не только говорит о том, что влияние, да, там, зависимость там, и так далее, это и контроль. То есть они уже кулуарно, вот кастово, как, скажем так, условно говоря, как вот внутри вот это они варятся в своем собственном соку, да, а этого уже не будет уже. То есть им придется уже считаться уже с общественностью через Совет Федерации, через президента. Это нормально абсолютно. Тут как бы два вопроса прозвучали, как бы, на которые у меня есть свое мнение. Да? Это по длине гектаров и по назначению мировых судей. Да? Начну с конца, короткий. Значит, когда, Павел, вы считаете, что у вас нет выбора, это, наверное, чуть-чуть нужно по-другому на это взглянуть. Сейчас у вас вообще, вас даже не спрашивают, да? А тогда, ну, сейчас это все назначается, судьи, прокуроры будут назначаться президентом. Вы могли, у вас был выбор, вы могли либо утвердить, либо не утвердить. Кого? Того же мирового судью, которого выбрали из 5, нет. Коллегия выбрала, вам дал, как бы, из этих 5 вы не выбрали, вам предложили. Но у вас есть право выбора. Вы можете либо согласиться, либо отказать. Это полноценный выбор. Были моменты. Это рычаги. Иногда же вы отказывали да, же. Да, мы отказывали, но еще раз повторяю, что когда идет речь не Конституционный суд, а вот именно мировые судьи, о котором мы говорим, да, бывают моменты, когда вот на северах мировой судьи уже нету, там уже все. И тебе дают только одного кандидата, и в принципе, если ты не выберешь этого мирового судьи, ты подорвешь судебную систему в этом... то мы подведем наше население, которое на северах. Там же много моментов. Которое надеется на судебную... Естественно, как бы, да быстрее там решить свои проблемы там, и так далее. Я с вами согласен. Поэтому, смотря, опять-таки, всегда должна быть справедливость. То есть, не обязательно законность, а справедливость должна быть превыше всего. Справедливость. Мы должны стремиться к справедливости, поэтому мы справедливо выбираем. Да, как бы здесь как бы какие-то изъяны есть в законодательном плане, что вот нам только одного кандидата. Но справедливо по отношению к нашему населению мы должны именно так поступить. Мы так и поступаем. Допустим, то же самое до Конституции, вот поправки, да? Вот вы говорите, есть определенные моменты, которые опасения там создают. Да, есть моменты, я уже не спорю. Но с другой стороны, мы подходим, я вот избранный депутат, народный депутат, я не только о себе думаю. Да? Не только о своей семье думаю. Я в этом не сомневаюсь. Да, я думаю о своих избирателях, я думаю о том, что да, действительно, это очень ответственный момент. Да, действительно, мы должны показать республику с другого ракурса, с ракурса нормального диалога между властью и обществом. Мы это должны доказать. А вот то, что там, давайте против проголосуем и дадим сигнал, что мы там против, друзья, это не конструктивно. Я считаю, что мы должны участвовать. Я не говорю, что неправильно против, да? Я говорю про конструктивность, говорю. Мы должны участвовать, мы должны принимать какие-то решения, и, соответственно, мы должны дойти до этих участков и проголосовать так, как мы считаем нужным, естественно. Да, я не говорю, что там против обязательно плохо, за это хорошо. Я говорю о том, что мы должны пройти и проголосовать и стать участниками исторических событий, тектонических событий, которые будут происходить после 1 июля. А они обязательно произойдут. Обязательно произойдут. Как только 1 июля народ проголосует и будут какие-то решения или хорошо, или плохо, тектонические движения неизбежны абсолютно. Значит, что касается мировых судей, я просто не сомневался в том, что вы будете принимать решения, допустим, когда вот вопрос о крайнем севере, да, вы будете думать об интересах людей, да. Но здесь я бы, например, может быть, чуть-чуть бы не согласился с теми, кто только принимает решения, да. Иногда все-таки выбрать самого достойного. Когда вот если у вас вопрос возникает, что Север нуждается, значит, у вас какие-то были сомнения в самой личности этого, он ведь был единственный. Ну, тем не менее, мы, конечно же, его же приглашаем, мы с ним обсуждаем, разговариваем, вопросы задаем. И, в принципе, мы понимаем, что человек мне кажется, это большое богатство было для республики, что наши народные избранники, наши представители нашего народа, да, они могут принимать решения по прокурорам, по судьям. Сейчас у нас такой возможности не будет, и мы через вас не сможем
Вот такие правильные решения. Я понимаю, что Владимир Владимирович, при всем, как говорится, вот это, что он очень широко, как бы, это все, видно же, какой человек, да? Вот, но даже он не сможет не то, что там всех знать, да? У него даже времени не хватит всех там перечислять, всех этих судей. И когда, Иван, и вот здесь... Это не единоличные же, там же будут коллегиальные. Я вот про это говорю, что и тут, значит, подключается вот аппарат, который работает с президентом. Я почему говорю о том, что несменяемость, да? Да, у меня претензий к Владимиру Владимировичу нет. У меня вот... То есть нету претензий? У меня к Владимиру Владимировичу? Да. Ну, а к нему какие могут претензии? Он как бы доказал, что он многое делает там, да? Но у меня и нет доказательств, что он не делает. Все повторяют. Несменяемость Путина, несменяемость Путина. Где в поправках несменяемость? Часть 3. 81 статья, да? Приложение 1. 81 статья. Приложение 1, да. Но там же идет не о сменяемости, там же идет о том, что допускается допустить его к выборам. Так же речь об этом же идет. Ну, понятно, но... То есть вы можете, у вас воля есть. Я согласен. Если он будет избираться, у вас воля есть. В законе не написано, выбирайте только его. Об этом не говорится. Ну, вы же говорите, несменяемость Путина, несменяемость Путина. Нет, ну, в данном случае, да, вот прямо, посмотрите, там написано в части 3, да, о том, что президент может избираться. Там просто слово подряд даже убрали. Ну, это же хорошо. Ну, там, конечно. То, что подряд убрали, это же хорошо. Вы согласны с тем, что президент Российской Федерации, такой большой, огромной, сильной страны, которой мы гордимся с тобой, да, наверное, Да. и патриотом, которые являемся, мы же должны радоваться, что там такая надпись есть, что нужно выбираться не более 2 раз. Так это же хорошо. Вы с этим согласны? Поддерживать надо такие Это же вопросы. здорово, что не более 2 раз. А тут делается маленькое исключение для одного человека. Да, ну я удивлен тем, что там нету ни Путина, там нету ни Медведева. Нет, конечно. Там просто говорится о том, что при вступлении вот этих поправок в силу, да, действующему президенту дается право. У нас действующий президент не Медведев и не какой-то другой там, ни Иванов, ни Ксенофонтов. У нас Владимир Владимирович Путин. Еще раз повторяю, ему просто... Эта поправка во всем мире касается только его. Поэтому знак равенства между ними ставить, ну это не нужно быть слишком... Подождите, ему дается возможность избираться, короче. В чем проблема-то? Я вообще не могу понять, короче. Вот в 2024 году, если даже Владимир Владимирович Путин станет... Логика какая в появлении этой надписи все-таки в том, что ее сохранили, что президент не должен быть на должности более 2 раз. Логика в чем? Это хорошо. Логика в чем? Я до этого говорил о том, что Конституция направлена на большей степени на будущее. И то, что, кстати говоря, очень большие ограничения идут и к президенту, да, и главам регионов, и федеральным министрам и так далее, она нацелена только на будущее. Вот, по-моему, где-то в каком-то посте говорили, вот, олигархи, сейчас у детей олигархов, там, сейчас они там все выросли, им там по 30, по 40 лет, они сейчас придут к власти и все, как бы, нашу Россию будут распродавать еще сильнее. Друзья, то, что ограничения появляются, то, что глава России должен обязательно иметь российское гражданство, не должен иметь иностранное гражданство, то же самое относительно к министрам, к Совету Федерации там, и так далее, это говорит о том, что он думает о будущем и, в принципе, дает возможность именно тем патриотам, которые действительно не имеют иностранного гражданства, не имеют счета в иностранных государствах, избираться и быть избранными, и быть назначенными в государственных постах. Поэтому я считаю, что вот эта Конституция, она направлена на это. И то, что мы говорим, что обнуление, там, Путин, несменяемость там, и так далее, это на самом деле в большей степени не то, что там провокационного характера, она в большей степени дает понять вот людям, да, вот, раздражительного характера, да, чтобы они не смотрели дальше, вот, не смотрели другие статьи. Они же все говорят, все хорошо, все нормально, ну, остальные можете не смотреть, но вот 81 статья, там все плохо, короче. И потом мне говорят, Паша, неужели ты любишь кушать мед с ложкой дегтя? Ну, коллеги, друзья, это не сравнительные такие параметры, когда мы говорим о том, что там мед, ложка дегтя там, и так далее. Ну, это же смешно. Это разные вещи абсолютно. И нельзя сравнивать такие мухи отдельно, котлеты отдельно должно быть. Не надо все в кучу смешивать и говорить о том, что все на самом деле плохо, и то, что ему допустили избираться
а в 2024 году это плохо. И выберите другого человека. Вот, кстати говоря, Иван, да, вот к оппозиции, да, вот, ну, вы же не сильно же оппозиция, да, вы, в принципе, человек, общественник, скажем, да, и вы где-то поддерживаете... Ну, там, просто я хочу, чтобы, нет, где-то поддерживаете... чтобы это обсуждалось. Да, обсуждалось там и так далее. И вот Да. оппозиция, да, мне никто как бы не переубедит, они не смогли объединиться, не смогли выставить того человека, который бы действительно мог бы конкурировать с командой Владимира Владимировича Путина. Сейчас все скажут, что на самом деле это не так, люди есть, их не допускают к телевидению, их там не допускают там, к выборам, там, то, все, третье, десятое. Мы на самом деле живем в достаточно свободной стране, в России. У нас достаточно много возможностей, чтобы заявить о себе. У нас средства массовой информации, они практически все открыты, соцсети все открыты. Пиши что угодно, говори что угодно, или вы хотите сказать, что у нас как бы такое, как бы... Александр Прокопьевич Габышев. Деспотическое и так далее место? У нас нашли психического подозрения с психическим расстройством человека, который позволил себе высказывать иные мысли. Ну, скажем это так. первое. Второе. У нас есть наказание за критику власти. Это единичные случаи. В социальных сетях. Это единичные случаи на самом деле. Это система. Вот у меня был преподаватель Кавкаджан Хахаров. Он сам по национальности узбек и в свое время, в советское время, переехал в Германию, там сейчас в Англии живет там, и так далее, и приезжал преподавать в институт президента. Да? И вот Константин Борисов, если тоже нас видит в Фейсбуке, да, то он подтвердит, что он приезжал, он преподавал, и в принципе я у него несколько курсов проходил. Константин Афанасьевич тоже привет. Да, и вот, когда я с ним разговаривал, вот человек, он мировой человек, он по всему миру ездит, там, обсуждает там, и так далее. И он как-то вот, когда разговаривал, сказал: друзья, вы даже не представляете, в какой свободной стране вы живете в России. Вы даже не представляете, какие законы, жесткие законы есть и в Англии, есть и в Канаде, есть и в Сингапуре, есть и в Германии, есть в Америке там, и так далее. Там очень жесткие законы, очень жесткие требования. И когда он чувствует вот это притеснение, он находит контракты в России и приезжает в Россию и чувствует себя свободно дышащим человеком, мировым человеком. То есть в нашей России, в современной России, я не говорю там путинская Россия, там какая-то Россия, вот именно в современной России у нас есть уникальная возможность нашего поколения развиваться самому, развиваться по всем направлениям со своими друзьями там, и так далее, и так далее. Не искать во всем негатива. Не, у нас много плюсов. На самом деле, у нас очень много в плюсов. России плюсов много, да? Да, и надо стараться. Когда в свое время смотреть. нам говорили, что в Якутии там нас вообще нам не дают никакой свободы, да? Я же общался с другими регионами, и я убеждался, что при Егоре Афанасьевиче Борисове у нас была, оказывается, свобода. По сравнению с другими регионами. Вот я даже вот об этом мог сказать, да? Вот видишь, ты подтверждаешь это. Мы то же самое допускаю, что за рубежом есть более жесткие законы, что там попробуй там США президента что-нибудь там... Мы имея не ценим, а потерявши начинаем жалеть, что вот так вот потеряли. Поэтому очень трезво надо ко всему подходить. Мы нашли точку соприкосновения в том, что не все так страшно, как, например, некоторые рисуют, да? Да. Что не так все страшно. В этом я согласен, да? О том, что у нас свобода, здесь я не согласился. Но у меня такое мнение, вы уважаете мое мнение, я уважаю ваше, да? В какой-то, даже я согласился отчасти, да? Что вот есть у нас и свобода, да? Вот. Ну, это же хорошо. Но есть и вещи, которые вот за инакомыслие иногда есть моменты, можно и получить неплохо. Есть это передержки, вот. Везде всегда есть нюансы. У нас, мы сейчас говорим все-таки, давайте вернемся все-таки. Это хорошая тема, я могу еще дальше углубиться, но давай вернемся к дальневосточному гектару. Давайте. Закон, который опять-таки поспешно принимался, и те, вот вы правильно заметили, что насчет там порядок провели, да, вот по координатам, по этим всем, какая большая огромная работа была проведена. Вы думаете, мы, общественники, да, к этому имеем прямое отношение. Вы, наверное, об этом не знаете. Как это не знаю? Я знаю, я же... Нет, вот именно к тому, чтобы вот эти все ошибки, которые десятилетиями лежали в этой области, да, мы же, чтобы спасти от этой поспешности, да, мы прямо, я как юристом чуть не стал, да, мы... Совместно парламентом республики. С нашими, да, конечно. Надо обязательно... С нашими коллегами, вот люди нас все видят, да, надо постоянно говорить о том, что общественники... Надо понимать, что мы, как общественники, хоть какие бы мы там распрекрасные не были, да, мы не являемся
законодательными, субъектами законодательной инициативы. Мы все могли передать только через Илтумен, который нас в большей части поддержал. Очень много поправок мы там просто аплодировали, потому что они туда вошли. И, кстати, за это вам большое спасибо. Депутатскому корпусу предыдущему, депутатскому корпусу, пятому, да. И особенно Жиркову Александру Николаевичу. Да, и Федоту Семеновичу Мусорову Да, тоже. Федот Мы на Семенович, него да. напрямую, он наши озвучивал прямо. Федот Семенович не был в Илтумени, он был там уже. Нет, он озвучивал в Государственной Ну, Думе естественно, да, вот в эти Государственной наши Думе, предложения, да. которые мы сами написали, и он нас поддержал. То есть, у нас вот есть смотрите, кому выгодно. даже вот я перебью сейчас. Но вот насчет координат. Не, да? подожди, насчет координат. Вот заметили, да, вот Иван подчеркивает о том, что когда общественность работает совместно с законодательным органом, когда с депутатами вместе работают, синергия вместе появляется, и, в принципе, можно добиваться больше для республики, Абсолютно верно. чем противостояние точно ни к чему не приведет. И мы... Если мы их назвали бы врагами, но не ваших предыдущих, да, если мы их назвали бы предателями, да, они бы просто обозлились бы. Некоторые люди, конечно, бывает не, как сказать, эмоционально себя не сдерживают, да. Они могут тебя последними словами проклинать, как вы сказали, да. Вот, как вы сказали, предателями. Вы не единственный, кого предателем называют, да? Меня вообще предателем России ваши коллеги там, да, называли тоже. Тем не менее, вот смотрите, даже вот по этим поправкам, да, если какие-то моменты есть именно несогласия или же какие-то предложения, обязательно надо обсуждать именно в парламенте, потому что здесь у нас народные депутаты, которые будут всегда с вами. И этот пример по дальневосточному гектаре, да. Иван это подтверждает, да. Как человек, который практически профессионально занимался защитой. Не профессионально. Ну, практически. Не профессионально, но мы очень глубоко этим занялись. Да. Просто вот, ну, скажем так, массу времени я потратил на это, и мы нашли столько минусов. Вы думаете, вот, говорят, чиновники плохие, да, у нас. Ребята, я вам так скажу, у нас наши чиновники с администрации, из правительства, да, чиновники. Они ходили нам и советовали, подсказывали. Поэтому, когда мы говорим, чиновники на одну сторону баррикады, народ другой, нет. Вот те чиновники, они есть часть народа. Ну, они тоже не враги и не предатели. Они сейчас, кстати, смотрят, наверное. Да, и им большое спасибо, что они помогали. И мы нашли столько этих косяков в этом законе, что после этого огромная работа проведена федеральными этими органами о том, чтобы вот это все подчистить. То, что вы сейчас перечислили, по координатам, по кадастровой этой карте, там же ошибки были еще. Хорошо, по поправкам. Вот, кстати говоря, вот я все-таки вернуться к Госсовету. Очень много вопросов возникало именно... Я думаю, Иван может объяснить, что Госсовет... Что такое Госсовет, и она будет над президентом, это что такое, это что за структура такая. И если Госсовет появляется, говорили о том, что должны быть внесены изменения в статью глав 1 и 2. Тогда это получается уже референдум, который должен произойти. Но с другой стороны, я почему поддерживаю вот именно поправку, даже несмотря на то, что есть Госсовет, который будет над всем этим координировать там, и так далее. Да. Наш глава республики будет членом этого Госсовета. Ну это хорошо. Это уникальное... Но он и сейчас? Он и сейчас, ну, подождите, Госсовет, который сейчас, он же практически как бы вне в структуре, он просто есть, короче, да, указом президента там и так далее. Сейчас она узаканивается, это во-первых. Во-вторых, наш президент будет участвовать в принятии стратегических решений государства. Это же вообще уникальная тема. Это вот, да. Вот как можно быть против Госсовета, когда у тебя глава республики сидит... Ну вы мне сейчас опять баните этим медом. Я, конечно, хочу, чтобы мой глава республики был в Госсовете, и причем в том Госсовете, который уже усиленный, сильный. Я, конечно, за это. Да? Но опять-таки... Вот мы отвечаем не только вот между собой, мы отвечаем и нашим слушателям, которые, в принципе... Вы мне котлету, прямо котлету показываете, вкусную котлету, да? А я говорю, надо отделять же. Все же понимают, что поправки Конституции это все-таки как бы планировались позже. Но пандемия решила свои проблемы. Иван уже насчет поспешили или нет, он уже ответил. Потому что он сказал, что поправки принимаются... Другие вопросы были, ладно. Поправки идут... Я после вас. Да, поправки идут поспешно. Правильно же? И Иван предлагает, давайте мы их затянем там год. До следующих выборов. Да, год, там, 2 будем обсуждать там, и так далее. Глубоко обсудим. Да, глубоко обсудим там, и так далее.
Я, честно говоря, сомневаюсь. Когда очень глубоко обсуждается, достаточно, вот у нас поправок будет не 200 там с чем-то, да? Когда мы глубоко обсудим, у нас поправок будет, наверное, скорее всего, под 400. Короче. И мы, скорее всего, обсуждая вот эти вот 400 с лишним, там, или 600 или поправок, мы запутаемся в конец, в каком направлении мы идем. Поэтому тот темп, который был задан вот в нашей России, да, он более-менее приемлемый. Очень большая группа, рабочая группа работала, достаточно большие профессионалы. Я считаю, что они хорошо отработали, и они смогли найти консенсус со всеми, скажем так, политическими движениями, которые у нас официально действуют и в Государственной Думе, и во всех этих направлениях. Да? И ЛДПР, и коммунисты, и Справедливая Россия, они поддержали, ну, коммунисты поддержали в первом чтении, ну, а дальше они уже воздержались уже. Но тем не менее, поправки смогли консолидировать политическую элиту, не расшатывая ситуацию, да, и это очень хорошо на самом деле, когда вот политическая элита, политические лидеры в таком важном вопросе более-менее находят консолидированное направление. Вот. А другой вопрос уже то, что вот многие говорят, вот там, даже несмотря на федеральные территории, там регионы поддержали, там то, все, третье, десятое, мы тоже, как вот я лично, как народный депутат, вначале вот было отторжение. Вот я вот сразу открыто говорю, вот когда я первый раз это прочитал, у меня сразу было какое-то, это как это так, короче, что за федеральные территории, что за государствообразующий народ, да, и вот всегда же так бывает, когда вот что-то новое, ты начинаешь как бы настораживаться, там, бояться там, и так далее, но после ознакомления с текстом, там, с разговоров со своими коллегами там, и так далее, я потихоньку начал приходить к выводу, что да, действительно, эти поправки, они на данный момент отвечают, ну, лет на 10, на 15, на 20, отвечают нашему тренду нашего развития. Вот я хотел бы остановиться в поспешках, в принятии решения в части вот, не только федеральной территории, да, вот государствообразующего народа, да, штыки все восприняли, ну, большинство, короче, да, там, если смотреть так, да, национальные, в основном. Вопросы есть, конечно, там. Да, национальные республики и так далее, но, друзья, вот мы сейчас, беги, бельим бары, да, мы сейчас говорим на русском языке. Вот никто же не спорит о том, что русский язык связывает все народы, абсолютно все народы нашей России. Я вот, допустим, чеченца никогда бы не понял бы, если бы он не знал бы, я не знал бы русский язык. Мы должны сказать следующее, что все-таки русский человек основал государство российское. Да, и мы считаем, что русский человек вправе считать себя основополагающим народом, который держит территорию, ну, как бы государство российское, ну, историю, откройте учебники истории, там все же написано же, все. А другой вопрос, то, что в дальнейшем, вот эти поправки смотреть, да, государство бывший народ равноправный, так ведь, со всеми народами. То есть многонациональный народ равноправный. То есть сейчас, в данный момент, мы действительно все равноправны. Все народы равноправны. А потом в этой же статье идут уже следующие моменты, которые никто не хочет читать, короче. Каждый регион имеет, республики имеют право иметь свой государственный язык. 4-й пункт же появляется, там еще про культуру, самобытность, про культуру и так далее. И то, что вот этносы все защищены Конституцией Российской Федерации. Когда первое, когда начинаешь, вот одно слово есть, начинаешь, вот, допустим, в посте, вот в самом первом, вы же сказали, там, активные противники, да? Вот одно слово выпало. Я вот извиняюсь, да, одно слово выпало. Агрессивные. Принимается извинение. Да, агрессивные, активные. Вот одно слово выпало, и все, и как бы все по-другому стало. Вот и здесь то же самое. Можно, да? То же самое. Павел Ильич, когда вы сказали, что первое впечатление было одно, потом, когда вы подумали, вы посмотрели там на 20 лет вперед, как бы, ну, примерно. Более того, я смотрел уже, в принципе, то, что происходит за пределами Российской Федерации. Мы же на планете Земля, мы же не одни. Мы не в теплице живем, да, и не в одном только городе Якутске. Очень много влияния. Понимаю. Да, и как, вот, допустим, как человек, который, ну, в школе учил историю, да, и, в принципе, читал, значит, исторические документы и так далее. Друзья, когда мы говорим, что
вот люди иногда смеются там, вот Конституция 93-го года, там, ну, я по крайней мере говорю, что она под влиянием западных стран, они смеются и говорят, не было такого влияния. Ребята, вернитесь в 9-7 классы истории, посмотрите, как другие страны пытались влиять на Российскую Федерацию и во времена империи, и во времена Советского Союза. Западное влияние, именно в политическом плане, она всегда была, короче. Она есть, и ее не может быть, вот, чтобы она исчезла в 93-м году, исчезла, короче. Они были, они есть. И более того, сейчас вот люди, которые вот смотрят, вот, ну, как бы не люди, а вот именно другие страны, да, а то, что сейчас происходит в России, их останавливает только одно. Вы не поверите, но из-за пандемии, я думаю, что у них головная боль совсем другая, короче. И, соответственно, у нас есть возможность сейчас, вот именно когда мировое сообщество занято борьбой с мировой пандемией и так далее, быстренько принять те решения, которые вот именно есть в поправках, да, и усилить суверенитет России, усилить территориальную целостность России. Сказать конкретно, что вот мы будем защищать все народы, все языки, самобытность там, и так далее, и так далее. Завершайте, да, мне тоже воткнуться. Нет, я просто хочу сказать следующее, что влияние оно было, есть и будет. И наша с вами задача, понимая это, ответственно принимать решения. Вот что самое главное. То есть не только смотреть, Путин мне не нравится. Мне много чего не нравится. Павел, во-первых, я сразу сказал, что я этого не говорил, что Путин мне не нравится, да? Не, ну я не про вас. Нет, вообще говорю, как раз уж в этой студии нас двое, да? Вот, и у нас у нас точки зрения, не будем говорить об агрессивно-активных противниках, да? Согласен. Давайте вернемся к активным. Да, просто к активным, да? И не агрессивно-активным. Вот. Я, во-первых, хочу сказать, что вот раз вы в самом начале, у вас было одно мнение, потом через некоторое время подумали и посмотрели вот вокруг там страны на 20 лет вперед, да, у вас появилось другое мнение. Вы знаете, вот я смею предположить, что через какое-то время вы еще раз поменяете свое мнение, и, возможно, это будет противоположное мнение. Вы просто не зарекайтесь, потому что... А я не говорил про будущее, я говорил про настоящее и прошлое. То есть я про будущее не говорил. Именно по отношению к этому факту, к поправкам, я имею в виду. Не в том, что мы какое-то развитие, откуда мы знаем, как там будет, да? Мы даже с вами не знаем, вот я почему еще так огульно не говорю про вот эти... Мы же не знаем той информации, которая есть у Владимира Владимировича, да? В голове. По международному положению, Конечно. По внутреннему положению, какие-то экономические вопросы, пандемия, это же много таких параметров, которые влияют на принятие решения, да? Из ячеек все это состоит, да? Мы этого даже, может, не то, что половину не знаем, мы, может, даже 1/10 не знаем этой информации. 1/100, наверное, скорее да. всего. Вот, и поэтому говорить о том, что это неправильно, вот, придут мне сейчас, скажут, вот откроют мне глаза на какие-то вещи, я скажу, блин, вот как я могу? Иван, вот для этого мы ходим на выборы, голосуем за наших народных депутатов, голосуем за главу республики, голосуем за президента Российской Федерации, доверяя им, чтобы они вот это вот 99%, которого мы не знаем, чтобы они решали профессионально, патриотично, чтобы решали вот эти вот моменты. Для этого мы ходим на выборы, не бойкотируем, ходим на выборы и голосуем. Я к тому, что когда-нибудь, может быть, да, то, что я против вот этих поправок был, да, я когда-нибудь, может быть, в какие-то моменты я, допустим, скажу, ой, здесь я был, но я и не кричу о том, что вот только вот так. И поэтому я хочу, чтобы, Павел, вы тоже сейчас не говорили, что всем, вот то, что вы считаете, это вот истина в последней инстанции, да? Друзья, я думаю, надо округляться. Если вам понравилось, давайте оставляйте комментарии. Мы с Иваном, в принципе, готовы еще раз продолжить и там назвать там дебаты часть 2 и продолжить по тем вопросам, которые вы задавали. Давайте мы сейчас округлимся, не будем там завершающие слова говорить там и так далее. Я считаю, что, в принципе, мы достаточно поговорили, больше часа, да? И если, Иван, мы договоримся так, если действительно люди говорят о том, что давайте мы продолжим, мы с тобой опять соберемся в этой студии и продолжим. Часть 2 будет, дебаты часть 2. Ну хорошо, договорились? Хорошо, окей, давай, договорились. По Все. Коронавирусу. Друзья, всем удачи, до встречи. 1 июля. День общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Наша страна, наша Конституция, наше решение.